Вот закончился 12-й сход сельских предпринимателей. Мы по традиции здесь принимаем участие, так как у нас в Москве есть деловой клуб при Национальном конгрессе татар, и деятельность нашего клуба созвучна как раз вот этому, значит, мероприятию. Мы здесь собрали сотни визиток, в общей сложности было 800 человек. Сейчас у нас такой период в стране не совсем простой, поэтому вот эти санкции, они вот эти вот встречи необходимы, нужны и очень актуальны. Это вопрос с импортозамещением запчастей, это вопрос семенного фонда и других сельских таких направлений. Нынешнее мероприятие, оно отличалось тем, что здесь сделан был акцент на семейные династии. Вот, например, есть такие профессии, которые свойственны татарской нации. Это, например, коневодство, пчеловодство, растениеводство, кожаные изделия и много таких вот профессий. И они свойственны именно татарской нации. Это во-первых. А во-вторых, они все передаются из поколения в поколение. И вот эту подчеркнуть династии этих профессий, это было очень важно. Вторым моментом, очень важным, нужным, идеологическим, является то, как сейчас оставить молодежь на селе. И вот яркий тому пример, наглядный пример – это, конечно, администрация Кукмарского района. Здесь из поколения в поколение передаются азы выращивания семян, выращивания и содержания КРСа. Значит, есть там производство валенок, обуви такое уже, значит, столетиями. Есть там чугунное производство посуды всевозможной. Поэтому здесь вот это наглядно, вот эти вот семейные традиции из поколения в поколение, семейные династии, вот, гусей выращивают, это тоже из поколения в поколение. Это кажется, что легко, а на самом деле есть очень много таких вот тонкостей, которые передаются от прапрадедов, прапрабабушек, и мы, общественники, должны вот эти все направления стараться максимально поддерживать. Вот татарские организации, например, какие бы они ни были и где бы ни были, все равно нужна финансовая подпитка. И большой финансовой подпиткой для татарских организаций на местах являются вот эти вот деловые клубы, вот эти предприниматели, поэтому на них вся надежда. Вот собралось 800 шмакарляр предпринимателей со всей России, среднеазиатских республик. Мы все перезнакомились, мы все передружились. Вот по итогам этой встречи мы в Москве соберем всех своих предпринимателей, соберем деловой клуб. Я везу туда вот больше сотни, 200 проспектов, всевозможных визиток. Будем все это обсуждать. Пожеланием к данному мероприятию остается у меня первое. Это было бы хорошо, если бы в зале присутствовали студенты, агрономы будущие. Было бы хорошо, если бы в зале присутствовали будущие ветеринары, будущие студенты, вот эти, которые будут осваивать в дальнейшем сельские профессии. Было бы хорошо, если бы здесь были кружки из школ. Во многих школах есть уже кружки подобные, значит, будущих агрономов, будущих ветеринаров. Второе пожелание, чтобы, конечно, больше омолаживать состав, больше привозить сюда молодых предпринимателей, начинающих предпринимателей. Вот такое пожелание. И третье пожелание, по итогам данной встречи сразу создать группу в Телеграме, так как многие уже знакомы, и мы начнем вот это общение, мы его продолжим, и дальше будем развивать это общение. Мы будем в этом телеграме рассматривать какие-то ноу-хау, новые предложения, какие-то, может быть, проблемные вопросы. Как всегда, организация на высоком уровне. Надо отдать должное вот Фариту Уразаеву. Он очень тщательно к этому подходит. И вот эта выставка, которая была, значит, здесь, она была уникальная. Это оценил и Раис наш, был на выставке. Все внимательно Раис посмотрел. Все, значит, было оценено. И в целом организация ВКТ всегда как на высоком уровне, и это и логистика, и расселение, и питание, поэтому все очень довольные уехали,
увозили с собой прекрасное настроение, хороший заряд бодрости. И, конечно же, кульминационным, наверное, можно назвать то, что Раис наш обратился ко всем, и в том числе к каждому, чтобы мы все ближайшие 15-17 марта сделали правильный выбор во время голосования президента России. Чтобы сделали мы правильный выбор. Это тоже очень важно. Исторически сложилось, что татарская нация всегда опиралась на деревню, на сельское хозяйство. Это наши профессии, это наша культура, наши древние обычаи, наши праздники. Это праздники Сабантуй. Что нас всех объединяло? Мы все татары. Мы все представители татарской нации со всей России и Средней Азии. Есть свойственные черты характера, которые присущи татарской нации. Это прежде всего трудолюбие, целеустремленность, старание. И поэтому вот эти сложные достаточно вот эти вот профессии татарами осваиваются. И это тоже было подчеркнуто Василием Гаязовичем Шахразеевым. Вот. Прекрасно все пообщались, море хороших эмоций, хорошего заряда. Ведь многие заняты очень сложным физическим таким трудом. Это фермеры, это предприниматели. Для нас, для делового клуба Москвы, при Национальном конгрессе татар, очень полезная встреча. У нас нет возможности всем приезжать. И хотелось бы также еще заострить внимание на том, что вот на этом мероприятии я бываю уже 12-й раз, и, к сожалению, я один представитель из огромного конгломерата Москва. Конечно, я все донесу до нашего делового клуба. Конечно, вся информация будет размещена на наших сайтах, но живого общения с москвичами, с представителями татар Москвы, конечно, не хватает. Вот. Надеемся, что на будущей встрече будет целая группа нашей делегации, и особенно мы хотим сюда, конечно, привлечь молодежь.